Вітаем, шановнае спадарства, у эфіры студыя тэлеканала Белсат. Сёння 17 траўня 8 гадзіна ў Менску, Киеве і Москве. І гэтыя 2 гадзіны з вами ў студыі правядзем мы на беларускай мове Александр Попко. И по-русски Маша Макарова. Давайте начнем с короткого обзора новостей. Из Азовстали на территории подконтрольную России эвакуировали 266 украинских военных. Об этом сообщила заместительница министра обороны Украины Анна Маляр. 53 тяжелораненых вывезли в больницу в Новоазовске Донецкой области, остальных в Оленевку. Их планируется обменять на российских военнопленных. Продолжаются шаги по спасению остальных бойцов с Азовстали. По различным подсчетам, их может быть до 600. Міністры замежных справаў Украіны ў Еўразвязу не змаглі ўзгадніць 6-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх справах і палітыцы бяспекі Жозеп Борэль. Спрэчны пункт – гэта эмбарга на пастаўкі нафты, якое блакуе Венгрыя. Цяпер гэтае пытанне зноў будуць абмяркоўваць пастаянныя прадстаўнікі ўрада краінаў Еўрапейскага звязу. Але аб'яднаная Еўропа працягне ўводзіць санкцыі супраць Расіі і надасць дадаткова 500 мільёнаў еўраў для паставак зброі ва ўкраіну. Во Львовской области российские войска снова обстреляли объект военной инфраструктуры на территории Яворовского района. Это почти на границе с Польшей. Об этом обстреле заявил глава Львовской области Максим Козицкий. Слышались взрывы и в самом Львове. Мэр города Андрей Садовый сообщил, что по предварительным данным сработала украинская система противовоздушной обороны. Турцыя не падтрымае ўступленне Швецыі і Фінляндыі ў НАТО. Пра гэта заявіў Рэджэп Таіп Эрдаган. Ён зазначыў, што яго краіна не можа пагадзіцца на ўступленне ў альянс дзяржавы, якія ўводзяць санкцыі супраць Турцыі. Эрдаган заявіў таксама, што прадстаўнікі гэтых краінаў могуць не прыязджаць у Турцыю, каб пераканаць ухваліць іх заяўку, бо гэта не дасць выніку. Чакалася, што ўваход Швецыі і Фінляндыі ў НАТО можа адбыцца по паскорнай процедуры, але позиция Турции изменила ситуацию. Сенаторы Соединенных Штатов разрабатывают законопроект, который позволит судам рассматривать дела о военных преступлениях, даже если ни одна из сторон не является гражданами США. По новому закону к ответственности можно будет привлечь тех, кто совершил военные преступления за границей, а позже прибыл в Соединенные Штаты. Появление законопроекта связывают с действиями российских войск против мирных украинцев и обнаружением массовых захоронений в частях Украины, которые находились под российской оккупацией. И вот, кстати, возле Макарова, Бучанского района Киевской области, полиция обнаружила еще 3 захороненных тела мирных жителей, которые были, вероятно, убиты российскими оккупантами. 2 человека, по словам начальника полиции Киевской области, были убиты в голову, и 1 человек в живот. Кроме того, на месте захоронения нашли документы одного из погибших. Он был гражданином Чехии. Ну, а падзеі 83 дня буйнамаштабнай агрэсіі Расіі супраць Украіны мы абмяркуем з Сергеем Никитенко, з нашим корреспондентом з Херсона. Сергей, доброе утро. Доброе утро. Сергей, скажите, пожалуйста, что сейчас происходит в Херсоне? Заявляли представители, советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко сообщал о том, что оккупанты по-прежнему продолжают готовиться к аннексии Херсонщины, к так называемому референдуму. Что про это говорит? Ну, в принципе, информацию о референдуме мы слышим уже последние 2 месяца. И ни разу, скажем так, за последние 2 месяца ее не было, эта информация не была озвучена более или менее официальными лицами. Заявления вот этих фейковых правителей Херсона, да, в кавычках, Стремоусова там и так далее, громкие заявления о том, что Херсонская область войдет в состав России, ну, они, скорее всего, являются лишь попыткой попасть в прессу, сделать громкое заявление и, в принципе, больше ничего. То, что какие-то действия Россия пытается произвести, это понятно. Но референдум, я уже не раз говорил о том, что референдум подразумевает
наличие людей, которые придут и проголосуют, хотя бы создадут видимость. В данный момент массового такого желания идти нет. Вот сейчас на экранах вы видите людей, которые получают российскую гуманитарную помощь. Это херсонцы, да, в одном из микрорайонов города, в Спальнике, получают эту помощь. И, скорее всего, надежда у оккупанта, все-таки на этих людей, да, на этих людей, которые оказались в сложных жизненной ситуации. Возможно, они таким образом пытаются там собрать базу этих людей, да, для какой-то картинки. Но настоящего референдума провести в Херсоне у них не получится, потому что желание, скажем так, жить в том, во что превратил Херсон за эти 2 месяца русский мир, навряд ли у кого-то получится. Ну вот как раз хотела спросить про гуманитарную помощь. Сообщается, что российские оккупанты раздают якобы гуманитарку 5-летней давности в обмен на личные данные, на какие-то списки. Какие подробности насчет этого известны? Не подтверждается информация прям о массовом сборе списков, да, массовом сборе данных людей. В некоторых местах действительно паспортные данные у людей берут. Но в большинстве случаев, вот видите сейчас даже на экране видео, это российское видео, да, как раздают гуманитарку, никто никаких данных не собирает. Но, еще раз повторюсь, в селах, в небольших пригородных поселках действительно есть информация о том, что собирают эти данные, но как их используют и планируют использовать, пока непонятно, можно только догадываться. Один из методов, которым россияне действуют на оккупированных территориях, является похищение людей. Продолжаются ли похищения в Херсоне и Херсонской области? И что известно о судьбах тех людей, которые оказываются похищенными? Да, продолжаются. К сожалению, террор против мирного населения продолжается. Он идет все эти 2,5 месяца оккупации Херсонщины, временной оккупации. Цифры звучат разные. Мэр Херсона еще 2 недели назад озвучил нам информацию о 400 только в Херсоне пропавших людях. Вчера появилась информация, что якобы всего 273 человека, да, украдены. Мы не называем это задержанные, да, потому что никакого задержания не происходит. Людей просто воруют на улицах, дома, на работе, где-то, приходят, выбивают двери в квартирах, проводят незаконные обыски и так далее. Людей задерживают очень разных. Если раньше это были бывшие сотрудники правоохранительных органов, ветераны АТО, какие-то активные люди, да, бывшие политики, действующие политики, то сейчас мы видим, хватают просто всех подряд. Особенно не в Херсоне. В Каховке, например, задерживают как не детского тренера по футболу, так просто какого-то парня, который там просто рабочей специальности, который никогда ни политикой не интересовался, не был на войне и так далее. Очень много людей находятся в плену уже продолжительное время. Тот же мэр Херсона Владимир Миколаенко, завтра будет ровно месяц, как его украли. Бывший губернатор Херсонщины Путилов, мэр города Голая Пристань, которого нет уже 1,5 месяца, о нем ничего не известно. Если о Путилове и Миколаенко известно, так как пропагандисты российские, которые себя называют журналистами, пытают на камеру этих людей, то есть проводят сеансы пыток, садят их перед камерой и заставляют отвечать на неудобные вопросы, признавать там Крым российским, там, отрекаться, скажем так, от своих идей и так далее. Все это снимают, показывают по российскому телевидению. Мы считаем, кстати, что это форменные пытки, что таким образом люди, которые называются российскими журналистами, на самом деле пропагандисты, пытают людей, унижают их и нарушают все возможные конвенции и вообще моральные принципы человечества. Вот также мэр города, мэр Херсона заявил, что Игорь Колыхаев, что в городе заканчиваются медикаменты, что через 2 недели уже основных медикаментов не будет, нет растворов для капельниц, мало лекарств от сердечно-сосудистых заболеваний, не хватает кислорода.
Есть ли сейчас у волонтеров возможность решить эту проблему, либо же украинских волонтеров не пускают на территорию Украины, собственно, и оккупированный Херсон? Частично, конечно же, все эти 2,5 месяца дефицит лекарств, действительно большой дефицит лекарств покрывался волонтерами, покрывается волонтерами. Эти люди просто героически завозят эти лекарства фактически через минные поля под обстрелами. Вчера, к сожалению, один из таких волонтеров, у нас есть информация, погиб при выезде из Херсона, машину обстреляли. Это люди действительно герои. Но не все лекарства есть возможность завести. Очень много лекарств. Те же наркотические давно не завозятся, потому что есть опасность, и уже были случаи, когда на блокпостах так называемых, да, солдаты так называемый ДНР забирали лекарства наркотические у волонтеров. Очень много лекарств используется активно, да, и их завозить нужно большие партии. То есть человек на частной машине такое количество не завезет. Конечно же, это создало большой дефицит. То, что завозится из России, да, через временно оккупированный Крым, это больше такие бытовые лекарства, да, которые продают просто посреди города, на рынках и так далее, даже не в аптеках. Оно все равно не покрывает необходимости большого города, областного центра. И, конечно же, возникает дефицит не только в больницах, но и так называемыми бытовыми лекарствами, да, которые нужны людям постоянно. Омбудсмен Людмила Денисова заявила, что из Херсонщины выехал каждый второй житель, и в области сейчас остается около 500 тысяч человек. Насколько вообще просто сейчас выехать из Херсона или из области? Возможно ли это? Возможно ли перемещение на территорию подконтрольной Украине? За все 82 дня, там чуть меньше, да, 80 дней, скажем так, ни одного гуманитарного коридора, зеленого коридора для Херсона, для Херсонской области предоставлено не было. Все, кто выезжали, а это действительно сотни тысяч людей, все выезжали с риском для жизни. Так же, как я рассказывал про волонтеров, так же и люди едут по полям, под обстрелами очень часто, среди минных полей и так далее. Это очень опасно. Действительно, есть очень много случаев подрывов на минах, ранения людей. Люди едут. Последние несколько дней опять есть информация о том, что не пускают. Да? Люди сами находят для себя эти зеленые коридоры, так называемые, да, через линию фронта фактически. И как только начинается эскалация на фронте, где идут бои, там уже не пускают через те места. Вчера появилась информация, что в одном из таких мест, да, возле места фактически проведения боя, стоит колонна из сотен машин, уже третьи сутки люди не могут проехать, но в надежде ждут, что затихнут бои, им удастся проскочить. Это очень небезопасно, но жить в том, во что превращает Россия временно оккупированные территории, люди не хотят. Дякую вялікі, Сергей. З намі на сувязі быў Сергей Никитенко, наш корэспандэнт з Херсона, які распавёў драматычныя падрабязнасці таго, што цяпер адбываецца на акупаваных тэрыторыях, як людзі стараюцца выехаць з Херсоншчыны і трапляюць пад абстрэлы, і як выглядае жыццё ў сітуацыі, калі няма нармальнай улады, няма нармальнай інфраструктуры, лекаў, і пакуль што выхаду з гэта не бачна. И, судя по всему, действительно увеличивается возможность гуманитарного кризиса в Херсоне. Об этом заявляют украинские власти. Ну а мы сейчас из Херсона перенесемся в Мариуполь. Началась эвакуация украинских бойцов с Азовстали. Эту информацию подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. Спустя 82 дня героической защиты тяжело раненые смогут получить необходимую медицинскую помощь. Всего эвакуировали 264 человека, а работа по спасению оставшихся защитников Мариуполя продолжится.
Заблокированных украинских военных вывезли из Азовстали автобусами на временно оккупированной территории. Министерство обороны Украины рассказало об операции и дальнейшем спасении бойцов. Спільно Головне управління розвідки Міноборони Главное управление разведки Министерства обороны совместно с вооруженными силами Украины, Национальной гвардией и пограничной службой начали операцию по спасению заблокированных на территории завода «Азовсталь» защитников Мариуполя. 16 мая из «Азовстали» в медицинские учреждения в Новоазовске эвакуированы 53 тяжелораненых для предоставления медицинской помощи. Еще 211 человек через гуманитарный коридор были доставлены в Оленевку. Для возвращения их домой будет осуществлена процедура обмена. Новоазовская и Оленевка находятся на подконтрольной российскими войсками территории, поэтому для дальнейшего возвращения украинских военных домой будут использовать процедуру обмена военнопленными. В сети уже появились первые кадры с ранеными украинскими военными в Новоазовске. Позже ситуацию также прокомментировал президент Украины Владимир Зеленский. Щодо ситуации в Мариуполе. Что касается ситуации в Мариуполе, благодаря действиям украинских военных, вооруженных сил Украины, разведки, переговорной группы, Международного комитета Красного Креста и ООН, у нас есть надежда спасти жизни наших ребят. Среди них есть тяжело раненые, и им оказывается помощь. Хочу подчеркнуть, украинские герои нужны Украине живыми. По словам командира полка «Азов» Дениса Прокопенко, защитники Мариуполя выполнили крайне важную задачу и на протяжении 82 дней оттягивали превосходящие силы противника на себя, чтобы дать возможность украинской армии перегруппироваться, подготовить больше личного состава и получить большое количество вооружения от стран-партнеров. Тем временем сообщают также об обстреле Курской области. Курский губернатор сообщил, что было обстреляно приграничное село Алексеевка в Глушковском районе Курской области. Курская область граничит с Украиной. По словам губернатора региона Романа Старовойта, якобы село обстреляли из крупнокалиберного оружия. В результате повреждения получили 3 частных дома, здание школы и 1 автомобиль. Пострадавших, по данным властей Курской области, нет. Ну і таксама з'яўляюцца новыя падрабязнасці выкрыцця чарговага масавага пахавання у пасёлку Макараў Кіеўскай вобласці. Паведамляе паліцыя, нацыянальная паліцыя Украіны, што сярод забітых, цела якіх знойдзены ў Макараве, ёсць грамадзянін Чэхіі. Ну и вот как раз о ситуации в Киевской области. В самом начале полномасштабного российского вторжения жители села Демидов в Киевской области первыми встретились лицом к лицу с оккупантами. В небе все утро ревели истребители, а в само село въехали танки и БТРы. Украинские военные без колебаний приняли решение взорвать дамбу, которая регулирует уровень воды между рекой Ирпень и Киевским морем. Таким образом, был перекрыт путь наступления для российских войск, которые шли с территории Беларуси на Киев. Река Ирпень не в первый раз спасла столицу Украины от вражеской агрессии. Во время Второй мировой войны именно пойма Ирпенки стала преградой для пути немецких войск, наступавших на Киев в 1941 году. В феврале этого года в продвижении на столицу бросок российских войск через Демидов был кратчайшим путем в атаке со стороны Беларуси. Позже украинские официальные лица заявили, что преднамеренное затопление села Демидов вместе с полями вокруг него создало болото, остановившее российские войска, которое дало украинской армии время для подготовки к обороне Киева. Пришли россияне, зашли в Казаровичи и хотели пройти через эту дамбу Казаровскую. А вон в том лесу было наших 8 человек, и было у них 2 РПГ. Непонятно, кто из них первый пульнул. Началась перестрелка, попал снаряд в дамбу, и вода хлынула сюда. Электрик Вадим Харунжий стал свидетелем подрыва дамбы. Говорит, что другого способа отражения атаки россиян тогда не было. Слышал, как шли все эти танки. Я сдавал смену 25 февраля, и приехали наши. И взорвали дамбу эту, чтобы не допустить проход врага на Киев. Двигатели стоят сверху, а насосы там внизу. И здесь было затоплено все. Вот аж куда вода доходила. Вода начала подниматься постепенно и затопила часть Демидова, так как село находится в низине. Около 70 домов оказались подтоплены. Подвалы заполнены водой. Отсырела мебель и стены. Огороды стали непригодными для земледелия. Теперь вместо картошки там разве что лягушек можно разводить, шутят демидовцы. Но люди уверены, что по-другому поступить было тогда нельзя. Все-таки разлив речки приостановил этих, не знаю, как их назвать, не людей, а существ, которые сюда пришли. Они тут оказались в мешке.
Они боялись, и когда ходили по улицам, у нас спрашивали, где проживаете. Мы говорили, на окраине улицы. Тогда они отвечали, мы туда не идем, потому что там вода. С приходом тепла и солнечной погоды жители Демидова понемногу возвращаются к привычной жизни. Воду из затопленных помещений и огородов откачивают при помощи насосов. В среднем по 150 литров в сутки. Но вода продолжает прибывать из-за поднятия уровня грунтовых вод. Вот видите, мокрое все. Это уже грибок тут. Никому до нас дела нет. Мы сами себя спасаем. Местные жители вспоминают. Россияне были уверены, что пришли освобождать демидовцев от западных националистов. Селяне не сомневаются, что именно разлив реки спас их от трагедии, подобной той, что случилось в Буче. Вы же представляете, что бы было, если бы началось столкновение, когда бы они перешли через речку и пошли на Киев. Киев обороняется, соответственно, летит все сюда. А эти бьют туда, а мы на переднем крае. Было бы еще хуже, чем в Ворзеле. А так у них возможности перейти не было. Они ушли в сторону Гостомеля, Ворзеля, Бучи и там натворили таких несчастий. Несмотря на то, что посевную из-за рукотворного паводка придется в этом году пропустить, люди считают его меньшей бедой и необходимой жертвой, принесенной ради тактической победы над российскими агрессорами, которые так и не смогли прорваться через их село и оккупировать столицу Украины. Лилия Кильчева, Белсат. Ну и перенесемся до белорусских тем. У нас з нами у студии Валер Цапкала, белорусский политик, дипломат, прэтэндэнт на пасаду прэзідэнта падчас выбораў 2020 года. А паразмаўляем мы пра форум дэмакратычных сілаў Беларусі, які вось цяпер, акурат учора і сёння, праходзіць у Варшаве. Спадар Валер, вітаем вас. Добрая раніца. Спадар Валер, першае пытанне. Скажыце, вось якія мэты форуму дэмакратычных сілаў, з якой мэтай сабралі ў Варшаве некалькі дзесяткаў актывістаў? Ну да, у нас зарегистрировалось около 100 человек, пришло около 80, а еще 50 было в режиме онлайн. Они представляют различные инициативы, различные организации, политические партии, движения, причем как из Беларуси, у нас союз ветеранов или пенсионеров был, так и, естественно, большинство из-за рубежа. Ну, какая цель? Понимаете, у нас на самом деле же культура диалога исчезла в Беларуси с 1995 года, и стало господствовать единомыслие, единоначалие, и люди начали вообще-то разучаться принимать какие-то решения, основываясь на дискуссиях, основываясь на диалоге. И мы, конечно, хотим выработать общую позицию по демократизации Беларуси, по борьбе с режимом. И это и являлось, собственно говоря, основной целью того, что мы собрали все-таки представителей практически всех демократических сил, всего демократического спектра Республики Беларусь. И надо было видеть, конечно, что люди, которые съезжались еще в воскресенье, собрались здесь в холле гостиницы и вчера разошлись только где-то уже за полночь. Люди действительно соскучились по диалогу, люди соскучились по общению. Кстати, у нас довольно символически, у нас Семен Георгиевич Шарецкий открывал нашу конференцию. Это, если вы, конечно, не помните, может быть, не помните, это был последний спикер действительно независимого, свободного парламента в Беларуси. И это, в общем-то, ну, тоже в определенном смысле был символ того, что мы хотим восстанавливать идеи обсуждения, идеи парламентаризма, которые начали развиваться в Беларуси, но которые по вполне понятным причинам были пресечены. Спадар Валер, 8 гадзінаў, ну, прынамсі, я сачыў за онлайнам, больш за 8 гадзінаў ішло абмеркаванне. Сапраўды, як былі прадстаўленыя мадэратарамі дыскусіі, быў Анатоль Котаў, былы чалец НАУ, Дмітрый Балкунец, палітолог, былі прысутныя вы, Вераніка Цапкала, ваша жонка, якая прадстаўляе беларускі жаночы фонд, таксама Вольга Карач, Вячеслав Касінераў з дысідэнты Бівай, Тацяна Зялко з арганізацыі пенсіянераў, таксама з руху супраціў быў Дмітрый Шыгельскі, вось я кажу найбольш вядомыя імёны, але ўсё ж такі найбольш актыўныя ініцыятывы
актыўная за апошні год, за апошнія 1,5 гады. Это офіс Святланы Ціхановскай, НАУ, Байпол, Байхел, Байсол, Цэнтр новых ідэяў. Яны не прысутнічалі. Чаму? Ну, понимаете, это я, во-первых, знаете, мы не привыкли даже в демократическом движении. Я думаю, что это такое тяжелое наследие лукашизма. Вот, мы пытаемся делить людей на правильных и неправильных. Вот, но по сути, так сказать, вот, если говорить о демократии, то здесь важно несколько вещей. Первое – это способность людей встречаться и вести диалог. И второе – придерживаться тех принципов, которые сегодня существуют во всех странах мира. Это принцип, конечно, суверенитета людей, это принцип определенной выдвижения, это, безусловно, экономические принципы. То есть, если мы говорим о санкциях, то санкции, которые должны быть направлены на режим, но не касаться на людей. Это принцип прозрачности, принцип транспарентности. Мы сделаем, конечно, подготовим, сейчас у нас есть проект декларации, мы предложим им в том числе присутствовать. А по поводу того, кто там более активный, кто менее активный, я думаю, что это ваша субъективная точка зрения. У нас же платформа на самом деле открыта для всех. То есть мы-то приглашали всех без исключения, в том числе и тех, кого вы упоминаете. И если они не пришли, я думаю, что этот вопрос должен быть адресован, конечно, прежде всего им, но не нам. Платформа, еще раз подчеркиваю, была открыта. 80 представителей инициатив, партий, движений. Активно у нас украинская, конечно, диаспора, несколько организаций было представлено. Народный депутат 4-го созыва Народной Рады был с Украины, и был политолог, член штаба Владимира Зеленского с Украины. Вы тоже, наверное, слышали, они в самом начале выступали. На самом деле они до сих пор принимают участие в конференции. Это, в общем-то, не планировалось, конечно, их участие, я вам честно скажу, но это руководители белорусской диаспоры, активисты белорусской диаспоры в Украине, вот они решили их привести. Поэтому, допустим, почему Байсол не принимал участие, это уже как бы, или Байхелп, это вопрос, конечно, прежде всего к ним, но вы видели, что там и Супротив принимал участие, и огромное количество других организаций. Вот, поэтому я думаю, что это только начало, открытая платформа, это первый наш как бы такой опыт. Мы будем, естественно, делать это мероприятие регулярным, мы будем туда приглашать, постоянно будем приглашать всех. В этом отличается открытый формат от тех встреч, которые проходили раньше, когда очень аккуратно, по списку, селективно разбирались на тех, кто является правильным демократом, кто неправильным, кто является честным СМИ, кто является нечестным СМИ. Вот, как мы это слышали на протяжении более чем четверти века. Вот, поэтому я считаю, что это абсолютно неприемлемо. Если у нас у всех одна и та же задача – это деконструкция режима Лукашенко, то я считаю, что под эту задачу должны все приходить. И если у тебя есть что сказать, то ты приходи и расскажи, как ты видишь именно движение Беларуси вперед. А если у человека или у организации там сказать нечего, если она действует ситуативно, то, собственно говоря, наверное, поэтому она и не присутствует. То есть вы считаете, что остальные спикеры, которые коллега перечислял в предыдущем вопросе, не пришли, потому что нечего ответить на вопросы, которые могут прозвучать во время форума? Я думаю, что вы им это адресуете. Я еще раз подчеркиваю, мы впервые за, в общем-то, достаточно длительную историю мы делали открытый формат. Мы же понимаем, что есть дисперсия в демократическом движении, и различные инициативы, как они принимаются, мы не знаем. То есть мы просто уже зачастую слышим результат того. Вот такая вот инициатива. Давайте бороться с Лукашенко, там ставя, допустим, крестики, нолики на референдуме.
Это, может, это хорошая инициатива, вопросов нет, так сказать. Может, она действительно приблизила нас к победе, но вопрос в том, что если бы, допустим, мы это обсуждали, взвешивали все за и против, аргументы бы какие-то были, почему именно эту инициативу надо поддержать, а не какую-то другую избрать тактику, то, понимаете, в этом случае тогда люди сами, те, кто в том числе, допустим, был бы и против такой инициативы, значит, они бы включались, потому что они знали все аргументы, которые предшествовали тому, почему эта инициатива двигалась вперед. Так, собственно говоря, делается везде, так делается в любой организации, в любой партии, в любом демократическом движении, в любом парламенте, если мы говорим о демократических странах. Это естественный процесс. А не просто вот я вам говорю вот так, значит, да, не спрашивая, почему так, потому что я так решил или я так решила, поэтому вы давайте двигайте, и вот такая вот инициатива. Поэтому это начало именно обсуждения, которое мы заложили, в том числе и публичное обсуждение. Мы ничего не скрываем, в том числе и в плане процесса обсуждения тех или иных документов. Я понимаю, что, конечно, может быть, людям это и не очень интересно, но это как в Америке, есть у них CSPAN, если вы знаете. Я думаю, что во многих европейских странах есть, где просто заседания парламента, они вещаются, Сенат, Конгресс. Да, еще раз говорю, охват аудитории может быть не очень и большой в процессе всего обсуждения. Люди, как правило, его не смотрят, но потом те наиболее важные моменты, которые там звучали, журналисты их, конечно, выносят, и они попадают уже в новостные ленты. Поэтому, еще раз подчеркиваю, важно здесь действительно заложить основу демократического обсуждения наиболее принципиальных вопросов и, естественно, обозначить вот эти вот принципы, потому что формируются не вокруг людей. Люди объединяются вокруг неких принципов, понятных, прозрачных им. И это вот является ключевым в демократии. Валерий, я хотела бы спросить по поводу российского спикера, который появился вчера на одном из заседаний форума, Вячеслав Мальцев, лидер движения «Артподготовка», находящийся также в эмиграции. В общем-то, фигура в российской оппозиции достаточно неоднозначная после событий 2017 года и так называемой революции Мальцева, когда десятки человек в российских регионах были арестованы, потому что поверили, что в этот день действительно революция произойдет, и вышли на улицы, их обвиняют по террористическим статьям. С чем был связан этот выбор спикера с российской стороны, который, как я понимаю, представлял в каком-то смысле российские демократические силы? И как вы относитесь к заявлениям Вячеслава Мальцева, что цветочками в Беларуси вопросы не решаются и устранять Лукашенко нужно другими методами? Ну, на самом деле об этом и украинские спикеры говорили по поводу цветочек. Так? А что касается обвинения в том, что он там кого-то куда-то призывал, и поэтому там 10 человек задержали, ну, извините, так можно и Навального, собственно говоря, тоже обвинять в том, что он призывал людей выходить на улицы. Да и мало ли кого и в демократическом движении так можно обвинять, что он призывал людей выходить на улицы. Вот. Я, честно говоря, не знаю про того человека, о котором вы сейчас говорите, но еще раз хотел бы подчеркнуть, что, допустим, я не знаю, Зенону Поздняку был абсолютно противен Калякин, который там возглавлял коммунистическую партию, ну и, наверное, наоборот. Но, тем не менее, каким-то образом до 95-го там, или даже до 96-го года они умудрялись находиться в одном парламенте и даже принимать, к, возможно, большому нашему нынешнему удивлению, еще и какие-то законы. И голосовали за эти законы, и вообще и процесс законотворческий шел. То есть они все-таки, даже будучи на разных полюсах политического спектра, они умудрялись каким-то образом приходить к какому-то решению, к единому решению, которое действовало в интересах Республики Беларусь. Поэтому мы, собственно говоря, вообще не планировали, я еще раз подчеркиваю, приглашать в качестве спикеров никого из иностранных гостей. Только в качестве
слушателей, только в качестве тех, кто будет просто в кулуарах уже, может быть, обсуждать и доводить какую-то свою позицию. Это, кстати, тоже отличает замысел нашего форума от различных там форумов, которые в той же Австрии проходили, и где повестку дня определяли не белорусы, а повестку дня определяли австрийцы. Или Спадар вот Валер, сейчас будет... Спадар Валер, калі можна, яшчэ одно пытанне, калі можна коротко, вынікам форума павінна быць дэкларацыя, якую вы скіруеце кіраўнікам заходніх краінаў і не толькі, так? Якія пункты будуць знаходзіцца ў гэтай дэкларацыі? Які зварот вы рыхтуеце і з якім месаджам вы звяртаецеся да беларускага грамадства і да заходніх урадаў? Ну, давайте сейчас по итогам пока не будем говорить, еще все-таки целый день работы впереди. Я думаю, что много документов, на самом деле около 8 документов, различные инициативы предлагают обсудить и подписать. Посмотрим, что будет по итогам. Еще раз подчеркиваю, это все-таки демократический процесс, мы заранее не можем предугадать, но для меня здесь самое важное другое. Я вижу, насколько люди соскучились, насколько по нормальному демократическому свободному мышлению, без протоколов, без начальников, без массовок, так сказать, вот, ну, я имею в виду массовки типа Белорусского народного собрания, там, когда один вещает, а все остальные внимают, без свадебных генералов, когда все крутится вокруг какого-то там человека, пришел или он пришел, сделал доклад, выступил и ушел. Люди на самом деле хотят откровенного, открытого диалога. И мне кажется, что процесс, который мы запустили, он является важнее, чем даже сам результат. Спасибо, Валерий. Мы будем ждать декларацию форума и продолжим обсуждать это в эфире телеканала «Белсат». Валерий Цепкало, президент на выборах 2020 года в Беларуси. Белорусский политик был с нами на связи. Мы абмяркоўвалі так форум дэмакратычных сілаў, які цяпер праходзіць у Варшаве, на які сабраліся некалькі дзесяткаў беларускіх і не толькі беларускіх актывістаў. Вось як нам паведаміў спадар Валер, каб правесці дыялог и абмеркаваць увогуле цяперашнюю ситуацию, что рабіць далей. Но мы перенесемся сейчас в Москву и еще об одной встрече. Вместе мы сила. Под таким девизом в Москве встретились члены ОДКБ. Владимир Путин снова заявил о западных биолабораториях, разгуле нацизма в Украине и обвинил НАТО в усугублении обстановки в мире. В унисон старался говорить и Александр Лукашенко, сделав похожие заявления на тему нацизма и предложив использовать опыт Китая в сфере информационной безопасности. В Москву прилетели представители стран-членов ОДКБ, Организации договора о коллективной безопасности 20 лет. Будущая организация официальные лица видят радужно. Накануне министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил: «Я думаю, что организация будет расширяться. Мы скоро увидим, как изменится мироустройство, но ОДКБ продемонстрировала свою боеготовность, свое миролюбие. И я думаю, что через несколько лет это будет уже не 6 стран. Это будут десятки государств, которые ценят мир и стабильность, а не агрессивность и изменение политического строя других государств». Сами участники называют ОДКБ альтернативой НАТО, но только они. Наши зрители вряд ли видели очередь желающих вступить в ОДКБ где-то в обозримом будущем, что нельзя сказать, например, о НАТО, в которое рвутся гораздо большее количество государств, которые можно назвать прямо сегодня и прямо сейчас. Договор о коллективной безопасности был подписан еще 30 лет назад в Ташкенте. Тогда большинство постсоветских стран активно строили новые интеграционные структуры на костях Советской империи. Через 30 лет существования в ОДКБ только 6 государств – Россия, Казахстан, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Таджикистан. Но Россия была и остается локомотивом и экономической, и военной интеграции. ОДКБ создавалась, во-первых, при явном доминировании Москвы, и по идеологии это было задумано как такое анти-НАТО. Так оно и звучало в высказываниях. Но, по сути, не получилось. Это мы
видим сегодня четко. Можно говорить как о разнице чисто военных потенциалов, так и о разительной разнице в идеологии, потому что НАТО – это такой оборонительный союз западных демократий для коллективной защиты. А ОДКБ себя проявила, наверное, только вот в начале нынешнего года в Казахстане для удушения тамошних протестов. Вместо того, чтобы защищаться от агрессии Запада, страны анти-НАТО куда чаще воевали с соседями. Армения дважды воевала с Азербайджаном в 90-х и в 2020-м. Таджикские пограничники 20 лет перестреливаются с Кыргызстаном. В том же Таджикистане была гражданская война. А в прошлом году была угроза от талибов из Афганистана. Гражданская война в Кыргызстане в 2010-м. Ни в одном из этих случаев ОДКБ не вмешалась. Не вмешивается и в российскую войну в Украине сегодня. По сути, ОДКБ – это замысел Москвы. Россия остается империей, и мы сегодня видим на украинском примере, каковы на самом деле цели, которые прикрываются якобы красивыми словами, что мы отстаиваем свои исторические земли. На самом деле это чистая агрессия, это нападение на страну, которая ничем не провинилась, кроме того, что является самостоятельным государством и хочет вести самостоятельную политику. То есть Москва преследует свои чисто имперские цели, и понятно, что никто из формальных союзников ввязываться в такие дела не хочет. Единственный раз, когда ОДКБ использовала свои силы, была так называемая миротворческая операция в Казахстане в начале этого года. Это заняло чуть больше недели. В ходе военной агрессии России против Украины поддержку военную и словесную оказал только режим Лукашенко в Беларуси, но не в рамках организации. Казахстан, получивший незадолго до войны в Украине поддержку от ОДКБ, сейчас пытается дистанцироваться от действий России. Конечно, Россия хотела, чтобы мы больше были на их стороне, но Казахстан уважает территориальную целостность Украины. Мы не признавали и не признаем ни ситуацию с Крымом, ни ситуацию с Донбассом, потому что их не признает ООН. Мы будем признавать только решения, принятые на уровне Организации Объединенных Наций. А белорусский министр обороны может мечтать о десятках новых членов ОДКБ, но реальность другая. Последние изменения в составе членов организации были в 1999 году. Тогда ее покинули Азербайджан, Грузия и Узбекистан. А вот в НАТО 30 государств, еще 40 сотрудничают с Альянсом. И в ближайшее время хотят присоединиться еще Швеция и Финляндия. Но к нашему эфиру уже присоединяется Геннадий Рябцев, украинский эксперт по энергетическим вопросам. Геннадий, доброе утро. Доброе утро. Ну вот, по всей видимости, вчера у глав МИД стран Евросоюза в очередной раз не получилось договориться насчет 6-го пакета санкций. Есть ли вообще какая-то надежда на то, что этот пакет, в том числе ограничивающий Россию в торговле энергетическими ресурсами, будет принят? Да, безусловно, надежда есть, но дело в том, что все вопросы в Европейском Союзе, тем более такого уровня, принимаются консенсусом. Консенсуса пока нет, и идут сейчас переговоры в отношении того, на каких условиях те государства, которые выступали против отдельных пунктов ограничений, предложенных Еврокомиссией, согласны подписать итоговый документ. А какой вариант здесь может удовлетворить Венгрию, которая как раз сопротивляется 6-му пакету санкций? Ну, там не только Венгрия сопротивляется, там есть целый ряд других государств, которые говорят о том, что они не в состоянии быстро перестроить собственную перерабатывающую промышленность и заместить российское нефтяное сырье поставками из других государств. Кроме того, если речь идет о транспортировке нефти и нефтепродуктов, то здесь также есть государства, такие как Греция, Мальта, которые, флот которых транспортирует российские углеводороды, в частности на ту же Грецию приходится более 60% танкерных перевозок российского сырья. То есть 60% того, что Россия перевозит морем, ходит под греческим флагом. И, безусловно, введение таких санкций будет негативно
влиять на экономику соответствующих стран. А Греция не столь богатое государство, ну и Венгрия тоже. Поэтому, безусловно, каждое правительство пытается в таких условиях дать свое согласие на как можно более выгодных для них условиях. И это вполне объяснимо, то есть здесь каких-то претензий предъявлять вряд ли следует. Каждое государство преследует свои национальные интересы так, как оно их понимает. Переговоры продолжаются. Я думаю, что все-таки 6-й пакет санкций в том или ином виде будет утвержден. И мы увидим в том числе отказ европейских государств от российских энергоносителей. Другое дело, когда это произойдет, быстро или медленно, вот все время, сейчас весь смысл переговоров. Таким чынам пытанне не ў тым, ці гэта адбудзецца ўвогуле адмова ад расійскай нафты, а пытанне ў тым, калі па часе гэта адбудзецца. І вось Нямецчына ўжо заявіла пра тое, што да канца гэтага года адмовіцца ад паставак расійскай нафты, нават калі еўрапейскі звяз не прыйдзе да канчатковага рашэння па гэтай справе, што мы бачылі сёння. Скажыце, вы верыце ў тое, што Нямецчына, адзін з самых буйных пакупнікоў расійскай нафты, перастане покупать российскую нафту до конца этого года? Вполне вероятно. И здесь же, если бы речь шла о том, чтобы заместить нефть чем-то другим, то есть другим энергоносителем, да, это были бы очень большие проблемы. Но если речь идет о том, чтобы отказаться от покупок российской нефти и перейти, например, на саудовскую или любую другую нефть, то а почему бы и нет? Сейчас сырья в мире достаточно для того, чтобы компенсировать те 2 миллиона баррелей в сутки нефти, которые поставляла Россия на территорию европейских стран. И, конечно же, и в том числе и Германия, у которой пакет нефтяной, он достаточно диверсифицирован. То есть там уже сегодня поставляют не только нефть, не только Российская Федерация, а и по меньшей мере 3 другие страны. Безусловно, подписание новых соглашений будет в первую очередь с теми государствами, которые не находятся под санкциями. И речь идет в первую очередь о государствах Ближнего Востока, тем более, что возможности для поставок есть. И Германии, в отличие от той же Венгрии, значительно легче отказаться от российского нефтяного сырья, поскольку есть вся необходимая инфраструктура, да и заводы Федеративной Республики Германии уже подготовлены в полной мере к использованию любой другой нероссийской нефти. І вось, спадар Геннадзь, зразумела, што нафту можна прывезці танкерамі з любой кропкі свету, газ з любой кропкі свету не прывязеш, ну цяжэй гэта зрабіць, большая частка яго ўсё ж такі да сённяшняга дня ідзе газаправодамі. І вось Bloomberg напісаў пра тое, што Еўрапейская камісія знайшла спосаб, каб кампаніі еўрапейскія, рэкамендацыі такія выслала, каб кампаніі еўрапейскія абыходзілі ўласныя ж еўрапейскія санкцыі. Я просто працытую, растлумачу, пра што ідзе гаворка. Bloomberg паведаміла, што Еўрапейская камісія напісала рэкамендацыі для еўрапейскіх энергетычных кампаніяў, што яны могуць высылаць рахункі ў еўра, плаціць за расійскі газ у еўра на рахункі банкаў сеткі Газпрома, і тыя ўжо на гэтыя грошы будуць купляць рублі. Такім чынам не прыйдзецца еўрапейскім кампаніям аплочваць газ у рублях, як гэта патрабаваў Пуцін, і гэта супярэчыла сапраўды газавым кантрактам. Вось такая дзіўная, як бы сказаць, супярэчлівая рэкамендацыя. Пра што яна сведчыць? Ці значыць яна, што еўрапейцы не будуць адмаўляцца ад расійскага газа ўвогуле?
Ну, во-первых, и требования не было платить за российский газ в рублях. То есть мы видим все-таки вот этот вот информационный пузырек, который раздувался как с одной стороны, так и с другой стороны. Российская сторона утверждала, что европейские компании должны платить в рублях, а европейская сторона утверждала, что их компании не будут платить за российский газ в рублях. Хотя изначально, если мы откроем указ Путина, то мы увидим, что на самом деле никто и не выдвигал этих требований. И на самом деле речь шла лишь о замене привычной схемы, когда оплаты осуществлялись через несколько разных банков, тогда как по указу Путина соответствующие оплаты должны были осуществляться через счета лишь в «Газпромбанке». То есть европейские компании открывают там два счета, один евровый, другой рублевый, платят за поставленный газ в евро, затем «Газпромбанк» эти евро продает на московской валютной бирже, получает за это рубли, и эти рубли перечисляются на счета «Газпромэкспорта» или «Газпрома», смотря там какая схема расчетов есть. И поэтому, тут, да, схема, скажем так, которая позволяет заводить на ту же самую московскую валютную биржу гарантированные объемы иностранной валюты, однако никакой оплаты за рубли никто не осуществляет по факту. Это, на мой взгляд, это одна из просто вот информационных уток, которую запустили и которая пошла по сетям. В первую очередь она была запущена на внутрироссийский рынок для россиян, для того, чтобы продемонстрировать силу российской власти, которая заставила европейцев платить за российский газ в рублях. На самом деле там ничего такого нет. І вось спадар Геннадзій, так, вось менавіта. Так, вось ці азначае гэта, што Еўропа не збіраецца адмаўляцца ад расійскага газа? Что касается отказа Европы от российского газа, то идет реализация плана. Этот план заключается в постепенном отказе от всех, без исключения, российских энергоносителей в рамках того плана на отказ от углеводородов в энергетике Европы. Раньше он был рассчитан до 1935 года, по некоторым пунктам даже до 1940-го и туда дальше. Сейчас же речь идет о 1927-1928 году. То есть если этот план будет реализован в полном объеме, то отказ европейских государств от российского газа произойдет не позднее 1928 года. Об этом, кстати, сказал и Путин. Причем еще несколько месяцев назад, еще до начала войны, в одном из своих выступлений он заявил, что европейский рынок для Российской Федерации потерян. И после 30 года его не следует рассматривать как перспективный, как вообще рынок, на который следует рассчитывать с точки зрения получения средств от продажи углеводородов. Поэтому даже российская сторона это признает, и вряд ли что-либо изменится в ближайшее время, что способно изменить уже сформированную и реализуемую государственную политику государств-членов Европейского Союза, направленную на отказ от углеводородов в целом и российских углеводородов в первую очередь.
Геннадий, заканчивая уже наш разговор, хотелось бы вас еще спросить про ситуацию с газом в Украине. Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявил, что запасов газа в Луганской области осталось на 2 месяца, что газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область. Насколько это плачевная ситуация? Как сильно она может отразиться на местных жителях, на мирном населении? Как повлияет на ход войны? На ход войны может повлиять и влияют вооруженные силы Украины, успешно влияют на ход войны. Что же касается запасов газа, тут здесь проблема не столько в запасах, здесь проблема в уничтожении инфраструктуры, газовой инфраструктуры. И газ может и быть в хранилищах, но для того, чтобы его поставить конечным потребителям, просто не будет возможности. И чем дальше идет война, тем меньше возможности обеспечить конечных потребителей природным газом. Поэтому здесь чем раньше вооруженные силы Украины смогут освободить украинскую территорию, чем раньше смогут начаться восстановительные работы, тем легче будет пережить в том числе и ближайшую зиму. К сожалению, эта зима, которая 22-23 годов, будет едва ли не самой сложной для украинского топливно-энергетического комплекса. И сейчас правительство предпринимает все необходимые действия для того, чтобы все потребители в Украине ощутили как можно меньше вреда от тех разрушений, которые были нанесены Российской Федерацией. Дякую вялікі, спадар Геннадзь. З намі на сувязі быў Геннадзь Рябцаў, прафесор Кіева-Магілянскай школы кіравання, эксперт па энергетычным пытанням. Вось мы абмяркоўвалі, як Еўропа адмаўляецца ад расійскіх энерганосьбітаў і як Украіна рыхтуецца, ці што можа чакаць гэтай зімой, бо газ Расія перакрывае. Ну и продолжим эту тему. В Украине на протяжении нескольких недель наблюдается топливный кризис. Проблема не только в высоких ценах, но и в дефиците топлива на автозаправочных станциях. По прогнозам экспертов, бензиновый коллапс может затянуться до конца лета, а то и дольше. В офисе президента Украины уверяют, что ситуация постепенно улучшается. Чувствуют ли эти изменения украинцы и как сказался дефицит горючего на жителях Одессы? Об этом далее в сюжете нашего одесского корреспондента Евгения Салтана. Ситуация с нехваткой топлива начала ощущаться в конце прошлого месяца. Заправиться привычным А-95 стало практически невозможно. Крупные сети АЗС либо обслуживали по талонам, либо вовсе не работали. Такой бензиновый коллапс произошел вследствие постоянных ракетных ударов российскими военными по нефтяным объектам Украины. Враг пытается сделать так, чтобы было больно каждому гражданину Украины. Был разбомблен самый большой производитель нефтепродуктов. Разбомблены десятки нефтебаз. Среди этих объектов и Одесский нефтеперерабатывающий завод. Ситуация усугубляется еще и тем, что российские войска блокируют Черное море, которое было одним из ключевых каналов поставки дизеля и бензина. Однако, по мнению экономиста Эдуарда Каражии, пока закрыт Одесский порт, Украина могла бы решить вопрос с помощью соседней Молдовы. Но опять же, мы закрыли одесские порты, но есть порт Джужулешты, который находится в Молдавии, но до него рукой подать, как говорится, в прямом смысле. И он как раз, его специализация – это нефтепродукты. То есть вполне могли бы по Дунаю заходить те же танкера по той зоне, которая дает доступ. А тем временем одесские заправки попросту пустуют. Некоторые закрыты, а те, которые работают, обслуживают только по талонам, если, конечно, в наличии есть бензин. Дефицитная ситуация и с дизелем. После того, как Украина отказалась от поставок из Беларуси, сейчас дизельным топливом обеспечивают страны Балтии и Запад. Но объема импорта недостаточно. К тому же всему виной сильный ажиотаж. Один из сотрудников АЗС вспоминает, были такие дни, когда работали с утра до вечера совсем без отдыха.
Просто в режиме нон-стоп, то есть сотрудники покушать не могли, да, банально, там, выйти покурить там нет. Вот, поэтому здесь, повышенный сильный ажиотаж. И как бы топливо едет, с ним нет особых таких проблем, типа с поставками. Есть повышенный спрос. До войны средняя цена на бензин была в районе $1. Сейчас литр бензина стоит $1.35. Существует и лимит – не больше 20 литров на человека. На некоторых заправках и вовсе до 10. Но находятся и те, кто пытается нажиться на остальных. О таких случаях нам рассказал водитель Александр. Насколько я знаю, по крайней мере точно в области, что есть ребята, которые купили по одной цене топлива, а продаются всем в 2 раза дороже. Это бизнес. У нас, к сожалению, люди такие, менталитет. Тут ничего не поделаешь. А вот маршрутные такси в Одессе работают в убыток. Сейчас тариф составляет 10 гривен. Но, по словам водителей, в связи с ситуацией с топливом, он должен быть как минимум 20. С началом войны пассажиропоток в одесских маршрутках существенно снизился, а вот цена на дизель, которым заправляют транспорт, поднялась до 50 гривен, а это чуть менее $2. Да и к тому же найти дизельное топливо на одесских заправках не так уж и просто. Приходится искать в отдаленных районах города, а запасы на исходе. Вот еще на кружок осталось. Поселок пустой, везде пусто. По полтиннику это уже, знаете, это... Я не знаю еще, как мы выживаем. Это благотворительность называется, и все. Ни больше, ни меньше. Если полтинник переваливает, нет смысла выезжать просто. Одесские автомагистрали заметно опустели. Даже в центральной части города трафик намного меньше, чем до войны. Кто-то попросту уехал из Одессы, но есть и те водители, которые вынуждены были загнать авто в гараж и пользоваться общественным транспортом. Отказался я от личного транспорта, потому что мне в день обходится сейчас на работу и домой дорога в 150 где-то гривен, что для бюджета моего не посильно на сегодняшний день в условиях войны. На этой неделе из Банковой поступил обнадеживающий месседж. По словам замглавы Офиса президента Ростислава Шурмы, объемы импорта нефтепродуктов в Украину фактически соответствуют темпам ежедневного потребления бензина и дизеля на заправках. Ситуация, по заверению чиновника, будет улучшаться. Евгений Салтан, Белсат, Одесса, Украина. В эфірі телеканал Белсат, і давайте прослухаємо новини апошньої години. Глава Курской области России Роман Старовойт заявил, что приграничное село Алексеевка было обстреляно из, цитата, крупнокалиберного оружия. По его словам, повреждения получили 3 частных дома, припаркованный автомобиль возле одного из них, а также здание школы. Ответным огнем российских пограничников обстрел быстро был подавлен, об этом заявил Старовойт. Канада рыхтуецца накіраваць грузавыя караблі ва ўсходнюю Еўропу, каб памагчы экспартаваць украінскае зерне. Пра гэта заявіла міністр замежных справаў Канады Мелані Жалі пасля завяршэння самітаў Вялікай сямёркі і НАТО. Канада – гэта адзін з найбуйнейшых экспарцёраў зерня ў свеце і мае значны досвед у гэтай галіне, падкрэсліла міністр. Соединенные Штаты работают над утверждением пакета на $11 миллиардов для борьбы с угрозами глобальной продовольственной безопасности. Эти средства планируют инвестировать в течение 3 лет. Ситуация с голодом, особенно в странах Африки и Ближнего Востока, была сложной, а после того, как Россия начала блокировать критически важные порты в Украине и уничтожать гражданскую инфраструктуру, в том числе зернохранилища, угроза голода в этих регионах стала еще реальнее. Міністры замежных справаў Украіны ў Еўрапейскай звязу не змаглі ўзгадніць 6-й пакет санкцыяў супраць Расіі. Пра гэта заявіў вярхоўны прадстаўнік Еўразвязу па знешніх справах і палітыцы бяспецы Жозеп Борэль. Спрэчны пункт – гэта эмбарга на пастаўкі нафты, якое блакуе Венгрыя. Цяпер гэтае пытанне зноў будуць абмяркоўваць пастаянныя прадстаўнікі ўрада Украіны ў Еўразвязу. Але Аб'яднаная Еўропа працягне ўводзіць санкцыі супраць Расіі і надасць дадатковыя 500 мільёнаў еўра для паставак зброі ва Украіну. Ну а в Черном море у острова Змеиный российские военные проводят подъемно-спасательные работы на месте уничтожения российского десантного катера. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины. Десантный катер и 2 зенитных ракетных комплекса ТОР украинские войска уничтожили с помощью беспилотника «Байрактар» более недели назад. И еще одна новость из Украины. Российские войска нанесли ракетный удар по Черниговщине. Там, к сожалению, есть погибшие и много раненых. Об этом заявила глава областной
областной военной администрации Черниговской области Вячеслав Чаус. По его заявлению, ракетный удар был нанесен по селу Десна. Там сейчас работают спасатели и правоохранительные органы. Предварительно известно о погибших и раненых, но их число пока уточняется местными властями. Ну, а нас на сувязі Таміла Ташева, представница президента Украины у Автономной Республицы Крым. Тамила, здравствуйте. Доброго дня. Тамила, известно о том, что вот вчера прозвучали приговоры, очередные приговоры нескольких лет тюрьмы крымско-татарским, даже не активистам, а простым гражданам. Могли бы рассказать о том, за что осудили вчера крымских татар, что им инкриминировали российские власти и что это за люди? Можно ли их назвать, не знаю, какими-либо активистами? Тем более, что это огромные сроки, речь идет о 12-14 годах лишения свободы, совершенно невероятно. К большому сожалению, 8 лет мы слышим о таких невероятных сроках, и даже до 20 лет лишения свободы доходят некоторые сроки. Следует сказать, что после начала временной оккупации Крымского полуострова со стороны Российской Федерации на территории полуострова, конечно же, теперь уже есть российское право и уголовное в том числе. Согласно этому уголовному праву, люди, которые имеют причастность к запрещенным организациям, в частности, к исламской партии Хизб ат-Тахрир, являются пособниками терроризму, да, либо там, если в случае с Меджлисом, то Меджлис был признан в 2016 году экстремистской организацией, соответственно, в причастности к экстремизму. И, соответственно, через вот такое относительно легальное поле Российская Федерация клеймит всех крымских татар, украинцев, неугодное им население на территории полуострова, нелояльное население, либо в экстремизме, либо в терроризме. Еще есть статьи по диверсии, сохранению оружия, взрывчатых веществ и так далее. Соответственно, на территории украинского государства эта партия действовала абсолютно легально, не было ни одного террористического акта за всю историю украинской независимости. Но на территории Крыма этих людей преследуют. Да? Но следует отметить, что это не просто крымские татары, они в большинстве своем, если мы посмотрим на список, большой список политзаключенных, большинство из них являются активистами движения «Крымская солидарность». Это движение было основано в 2015 году как реакция на волну задержаний крымских татар, огромные сроки, которые им начали присуждать. Это объединение адвокатов, семей политзаключенных, ряда активистов, которые приходят на суды и говорят то, что они думают, либо поддерживают данные семьи и данных политзаключенных. Вот Крымская солидарность как раз писала, что все обвинения строятся на показаниях тайных свидетелей, которые выступают под разными псевдонимами, то есть даже никто не имеет той смелости, чтобы прийти в суд, ну и свидетельствовать против крымских татар, если уж российские власти, оккупационные власти Крыма так хотят их посадить. Абсолютно верно. К большому сожалению, такая практика, она опять-таки на протяжении 8 лет. Даже тайные свидетели использовались, к примеру, в одном из самых известных дел политзаключенных Олега Сенцова, Саши Кольченко и других ребят, которые проходили по данному делу. Данные вскрытые свидетели фактически приходят на суд, им несколько изменяют голос на судебном заседании, они говорят все, что они хотят сказать, огульно обвиняя людей, и потом их свидетельство принимается во внимание, да, в материалах дела. Никто не говорит, кто это, что это может быть человек абсолютно подсадной. Чаще всего это так и есть. Да, не чаще, а всегда так и есть, когда эти люди используются силовыми структурами, прокурорами, судьями, да, следователями для обвинения.
И таким образом, да, клепаются, простите на слове, дела против крымских татар, либо политических украинцев, да, этнических украинцев на территории полуострова. Тамила, вот то, что вы описали, анонимные подсадные свидетели в масках, сроки за экстремизм после того, как у человека что-то там нашли в социальных сетях или в Телеграме, это очень сильно напоминает белорусские реалии. Вот скажите, чтобы просто мы могли сравнить, как выглядит жизнь крымского татарина в оккупированном Крыму, на что он должен обращать внимание, на что он обращает внимание, чего он боится, вот на что он оглядывается каждый свой день жизни на своей собственной земле. Крымские татары преследуются с первого дня начала оккупации Крыма. В принципе, первая жертва — насильственное похищение и дальнейшая внесудебная казнь, убийство человека — было по отношению к Ришату Аметову, который вышел на одиночный пикет в 2014 году. Был похищен прямо перед камерами, да, на площади Ленина возле Совета министров Крыма. И через какое-то количество дней, не помню, по-моему, 10, был найден зверски убитым. Да? Соответственно, на территории полуострова начались такое понятие, как насильственные похищения, то есть когда человека похищают и неизвестно, где он находится. На данный момент это только известно про 15 случаев. Я уверена, что таких случаев больше. Соответственно, Россия, придя на территорию полуострова, начала сеять панику, потому что похищали не только активистов крымских татар, но и в том числе обычных людей, которые не принимали никакого участия в каких-то движениях в поддержку Украины, либо активистах крымскими татарами они не были, хотя и были, конечно же, активисты. Другой вид преследования — это политически мотивированное уголовное преследование, да, когда против людей опять-таки надуманные обвинения находят в экстремизме, в терроризме, подкидывают какие-то книги, запрещенная литература существует на территории Российской Федерации, соответственно, они подкидывают книги таким людям, потом приходит с обыском, обыск проходит в формате 20 человек, которые вламываются в масках, это силовые структуры, да, Росгвардия, вламываются в дома людей в 5 утра, кладут людей лицом в пол, детей и так далее. И потом происходит уже последующая судебная тяжба по данным делам. Невозможно проводить никакие акции протеста, либо выходить на дни поминания там, жертв, к примеру, геноцида. Вот завтра весь мир будет вспоминать жертв геноцида крымско-татарского народа, депортацию, которая произошла в 1944 году. Уже сейчас оккупационные администрации начали приносить повестки для крымско-татарских активистов о том, что они не могут проводить никаких действий в эти дни, да, публичных. Уже активистам пришли такие повестки, мы знаем, следим об этом. Поэтому это территория террора, да, это территория неправды, территория несвободы, в которой живут люди на протяжении 8 лет, а после 24 февраля, да, после полномасштабного вторжения, конечно же, эти репрессии, пропаганда на территории Крымского полуострова со стороны оккупационных властей либо властей Российской Федерации, они только увеличились. Тамила, целью политических преследований в аннексированном Крыму являются прежде всего крымские татары, или под эти преследования может попасть любой политически активный человек, который не согласен с аннексией Крыма? В большинстве своем нелояльным населением и тем, которое не приняло оккупацию, да, не приняло приход России на территорию Крыма, являются крымские татары, но и в том числе широкая масса людей, которых мы называем политическими украинцами. Конечно, в них ходят и этнические украинцы, и русские, представители других национальностей, но массово, конечно же, да, если говорить о конкретной таргетированной группе, то это все-таки крымские татары. Поэтому, да, преследуются крымские татары как нелояльная группа лиц. Поэтому, если посмотреть на список из 127 сейчас политзаключенных, 80%, даже больше уже, из них являются крымскими татарами.
И вот, Тамила, еще хотел бы спросить, как оккупационные власти реагируют на то, что теряют свои корабли, на военное поражение, и как оккупационные власти, а также жители Крыма реагируют на заявление, например, советника Офиса президента Арестовича, а также главы Главного управления разведки Украины Кирилла Буданова о том, что Крым скоро вернут? Ну, на самом деле, об этом заявляют не только советники, а, собственно, и президент нашего государства о том, что мы не собираемся идти на какие-либо компромиссы, и мы сейчас ведем войну за освобождение абсолютно всех наших территорий, да, включительно с Крымом и с Донбассом. Вопрос в том, что мы длительное время говорили о политически-дипломатическом пути возвращения Крымского полуострова, но сейчас мы понимаем, что очень многое зависит и от украинской армии, от того, как масштабно каким масштабным будет проигрыш Российской Федерации. В проигрыше России мы не сомневаемся, как не сомневаются и наши международные партнеры. Поэтому реакция в Крыму на заявление разная, конечно же. Есть часть людей, которые беспокоятся за свою судьбу. В первую очередь это те люди, которые перешли на сторону врага, стали принимать участие в коллаборационной деятельности. Это там судьи, это прокуроры, это весь силовой блок, это военные, которые перешли на сторону врага, это журналисты, которые осуществляют пропагандистскую деятельность и также должны нести определенную ответственность. Да? Это люди, которые пошли работать в оккупационные органы, так называемые власти. Поэтому они, конечно же, беспокоятся. Часть из них выезжает с территории полуострова. Очень большая часть людей, с теми, с кем мы общаемся на постоянной основе, и то, что мы видим в социальных сетях, люди хотят возвращения Крымского полуострова под контроль украинского государства. Просто вопрос в том, что, к сожалению, очень многие покидают территорию полуострова из-за незаконного призыва в российскую армию и отправку их на боевые действия. Конечно же, это все активно обсуждается, вне зависимости от того, что людям запрещают называть войну войной, а называть так называемой военной специальной операцией. Люди понимают, что происходит на территории украинского государства, понимают, каким образом Крым используется, а Крым используется просто как военная база, как плацдарм для наступления. И, собственно, ничего хорошего для людей на территории полуострова за 8 лет не было сделано. Вся инфраструктура, которая там была построена, мы сейчас видим, как она используется в военных целях. Керченский мост, аэропорт, трасса Таврида — это все делалось для активной быстрой переброски военной техники, войск, и сейчас это подтверждается. А ведется ли в Крыму скрытая мобилизация? Призываются ли люди вот не только в рамках военного призыва российского, но и другими способами? И есть ли в Крыму сейчас возможность для работы правозащитных организаций, которые в том числе таким людям могли бы помочь? Если отвечать на вторую часть вашего вопроса, в Крыму не работают фактически правозащитные организации. Есть отдельные активисты, которые занимаются правозащитной деятельностью, либо правозащитные адвокаты, которые защищают людей, то есть это независимые адвокаты, которые защищают людей, которые преследуются со стороны оккупационных властей. Периодически туда приезжают, но фактически с такой скрытой миссией, да, представители гражданского общества украинского, либо были даже международные миссии, которые туда ехали, но это все было в формате «мы едем как туристы, там, пропустите нас», да, потом они уже, люди за собой видели слежку и так далее, поэтому работать в Крыму очень сложно. Да, что касается вопроса о скрытой мобилизации, она действительно есть, как и на территории Российской Федерации, соответственно, подконтрольной оккупационной территории. Людей, к примеру, если они осуществили какие-то проступки мелкие, да, либо у них есть
какие-то алиментные обязательства, да, то людям предлагают амнистию по таким мелким преступлениям, если они пойдут служить в российскую армию, будут отправлены на военные действия. Поэтому это достаточно часто встречается. Кроме этого, есть такое понятие, как давление на срочников с подписанием временных контрактов быстрых, хотя в том числе срочников отправляют, и мы это увидели на крейсере «Москва», который затонул, что около трети экипажа были срочниками, в том числе те, которые являются выходцами с Крыма, то есть фактически гражданами Украины, потому что чаще всего они родились до 2014 года, да, соответственно, мы их считаем гражданами Украины. Да, их родители по-прежнему не могут получить никакой информации о судьбе своих сыновей. Как раз вот Дмитрий Шкребец, который заявил о пропаже сына из оккупированного Россией Крыма. Спасибо, Тамила. Тамила Ташева, представительница украинского президента в автономной республике Крым, была гостьей нашего эфира. Ну а мы сейчас из оккупированного Россией Крыма перенесемся в Санкт-Петербург. Там в шествии бессмертного полка 9 мая принимала участие проплаченная массовка. За деньги статисты несли портреты солдат, погибших в ходе военного вторжения России в Украину и убитых в ходе чеченских войн. Как выяснили местные журналисты, через рекламное агентство наняли как минимум 70 человек. Кто заказал и кто оплатил такую работу, неизвестно. Ну и возникает вопрос, зачем было тратить деньги, когда в колоннах шли местные жители, полностью поддерживающие войну, которую развязал Владимир Путин. Наш коллега Марк Подберезин узнавал подробности. С какого? От акулы. Говорите, кто от акулы, говорите. Акула, фамилия, все. Это 9 мая, Санкт-Петербург, центр города. Несколько минут до начала шествия бессмертного полка. На этих кадрах представители рекламного агентства «Акула» раздают портреты убитых в Украине российских солдат. Задача – пройти с ними по Невскому проспекту вместе с остальными участниками акции. Стоимость такой работы – 300 рублей в час, не более $5. Людей находили через объявления в соцсетях. Портреты военнослужащих армии России организаторам возвращать было не нужно. Их можно было оставить себе на память или просто выбросить. Похоже, что все было затеяно ради съемок вот этого видеоролика, который после появился в провластных интернет-пабликах. Нас оставалось только двое из 18 ребят. В это же время через ограждение полиция не пустила десятки журналистов и тех горожан, кто ранее был замечен в участии в протестных акциях. Среди них была и корреспондент издания «Сота» Виктория Арефьева. Она пыталась всеми силами попасть на открытое публичное шествие, но, вероятно, ее посчитали неблагонадежной или испугались, что она зафиксирует проплаченную массовку. Ее задержали на 3 часа, а после отпустили без всяких обвинений. Я думаю, конечно, это была спланированная акция, потому что, извините меня, я там так петляла по этому Невскому, пытаясь подобраться к нему поближе. И поскольку у меня телефон был на экспертизе, я думаю, все-таки, АМЭ его знают, и за мной не просто так там ходили. То есть это не было случайно, что «Ой, здрасте, девушка». В руководстве рекламного агентства «Акула» оставили без комментариев журналистский запрос о наборе массовки и заказчиках этого перформанса. Но любопытно, что среди тех, кто нес портреты своих родственников погибших на полях сражения Второй мировой войны, было немало демонстрантов с символикой войны России с Украиной. Война была с кем? С фашизмом, с фашистским режимом. Сейчас идет война, по сути дела, она называется не с фашизмом, а с нацизмом. По сути дела, это произошел такой ренессанс фашизма. За демонстрацию символа в виде буквы «Z», которую уже окрестили современной российской свастикой и запретили во многих западных странах, этим людям никто не платил. Они путано пытаются связать сражение Второй мировой с агрессивными действиями армии России в Украине. Получается не очень понятно. Но похоже, что эти участники акции искренне верят в то, что говорят. Наши солдаты, они наши всегда были. То есть в данном случае я совмещаю одно с другим. То есть и символика
то есть Z, да, поддержка нашей операции, заодно и, соответственно, георгиевская ленточка, которая символизирует День Победы. Ну а некоторые участники шествия в своих мечтах об итогах вторжения в Украину зашли совсем далеко. Я верю в то, что победа осуществима, потому что Россия несет традиционные ценности, и Россия – это то добро в мире, это сердце мира. И мне кажется, что вот благодаря этому, неся эти ценности в мир, мы вот все страны другие вокруг себя рано или поздно объединим, и они встанут рядом с нами. Справедливости ради стоит отметить, что среди участников шествия были и противники войны. За антивоенные плакаты и лозунги во время акции «Бессмертный полк» в России задержано как минимум 150 человек. Большинство обвинили в дискредитации российской армии. Марк Подберезин, Белсат, Санкт-Петербург. Вот одна из участниц акции, героиня сюжета, сказала, что Россия несет в мир добро и ценности, но в Украину Россия несет смерть. По меньшей мере 652 ребенка пострадали в результате вооруженной агрессии России в Украине. Об этом заявили в офисе украинского генерального прокурора. Число погибших детей 229 человек, а число раненых постоянно растет. Ну а тым часам расійская эканомика адчувае на сабе вынікі агрэсіўнай вайны. І вось на Крыме, як паведамляе выданне «Камерсант», гэтым летам могуць не адкрыцца каля траціны ўсіх гатэляў. Прычына ў тым, што турыстаў чакаецца на 30-40% менш, а зніжаць цэны на паслугі, такім чынам прывабліваць турыстаў атэльны бізнес не можа, таму што выраслі цэны. І, напрыклад, ужо праз 2 дні Расія збіраецца, расійскі ўрад заклікаў адсвяткаваць Дзень піянеры. Піянерыя ў Расіі адраджаецца. У Беларусі, напрыклад, она ніколі не знікала, вось такі перажытак Савецкага Саюза, а ў Расіі яна вяртаецца. Да, при этом существует также организация «Юнармия», которая принимает участие во всех так называемых патриотических мероприятиях. В том числе «Юнармия» маршировала по брусчатке Красной площади во время парада 9 мая. По-разному ее называют и в России, и за границами. Сравнивают, конечно, с так называемыми патриотическими движениями в Германии 30-х годов. Но еще одна новость из Украины. Украинские военные, как сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай, отбили атаку российских военнослужащих в районе городов Горское, Золотое и поселка Сиротино в Луганской области. Российские войска вынуждены были отступить, потеряв личный состав, то есть погибшие среди россиян. Но при этом артиллерийским обстрелом в этих населенных пунктах повреждены 9 домов в Горском и еще 6 в Золотом. А тым часам юбілейны ў гонар 30-годдзя арганізацыі самміта ДКБ завяршыўся ў Маскве, аднак замест адзінства краіны-удзельніцы прадэманстравалі максімальна нейтральную пазіцыю і пра вайну ва ўкраіне нават не ўзгадалі. Усе, акрамя Александра Лукашэнкі, аб перспектыве арганізацыі нашыя калегі учора пагаварылі з палітолагам Павлам Мусавым. І вось прапануем фрагмент гэтага інтэрв'ю, а цалкам размову можна паглядзець на нашым YouTube-канале. Основная задача была прадэманстраваць умоўна-ідэалагічнае адзінства, бо я думаю, што для Крамля зараз вельмі страшным будзе тое, што краіны пачнуць выходзіць з гэтай арганізацыі. Бо трэба разумець, што гэта на сённяшні дзень арганізацыя, саюз, у які ўваходзяць забойцы. Забойцы і тэрарысты. Расія, калі яшчэ абвесціць краіну, падтрымоўваючы тэрарызм, гэта будзе абсалютна небяспечна для Казахстана, Кіргізіі, Арменіі быць у такім палітычным эканамічным саюзе з Расіяй. Але ўжо, напрыклад, у Еўропе некаторыя краіны прызналі Расію. Пакуль не прызнаюць усё ж такі моцныя дзяржавы, такія як Злучаныя Штаты Амерыкі ці іншыя еўрапейскія краіны, напрыклад, Великабрытанія, бо за гэтым адразу ідуць пэўныя санкцыі. Тыя краіны, якія уваходзяць у нейкія палітычныя ці эканамічныя суадносіны з краінай тэрарыстам, то, безумоўна, яны падпадаюць аўтаматычна пад санкцыі. Гэта небяспечна якраз такі для тых, хто ўваходзіць у АДКБ. І таму для Пуціна, яшчэ раз кажу, вельмі важна, каб прынамсі вось гэты хілы, ужо напаўмёртвы альянс АДКБ, бо паглядзець на твары тых, хто там удзельнічаў, альбо глядзяць уверх, альбо думаюць, што ж я тут раблю. Так.
гэта просто вось фармальная дэманстрацыя таго, што Расія яшчэ захоўвае ўплыў і утрымлівае сатэліты. Бо як толькі пачнуць збегаць з гэтага саюзу, з АДКБ ці з Еўразійскага звязу Казахстан, Кіргізія, ну, Арменію складана сітуацыя наўрад ці, але вось Казахстан альбо Кіргізія гэта будзе сведчанне цалкавітага геапалітычнага упадку Расіі. І вось гэтага на сённяшні момант Путін жадае не дапусціць, прынамсі, пакуль вядзецца вайна. Но при этом генсек ОДКБ Станислав Зась выразил сегодня уверенность, что организация будет прирастать, как он сказал, новыми членами. Потенциально, кто был бы заинтересован вступлением в эту организацию? Мы с вами перед эфиром шутили, что, может быть, марсиане. Марс, да. Марс может уступить целой планетой в эту организацию. Конечно, фантазии и Зася, и министра обороны Беларуси, яны могут быть абсолютно необмежеванные. На сегодняшний момент никто. Хотя, пробачьте, конечно, Афганистан. З талібамі, з якімі зараз вельмі актыўна вядуцца перамовы і фактычна Расія прызнае ўрад талібаў, магла б уступіць у АДКБ. Але калі па шчырасці ні адна дзяржава, якая разумее, што адбываецца і што Расія гэта па сутнасці краіна банкрот, і з гэтай вайны яна пераможцам не выйдзе, яна выйдзе абсалютна аслабленай і знішчанай у эканамічным стратэгічным плане, ніхто гэтыя саюзы з Расіяй будаваць не збіраецца. Действительно важный разговор с политологом Павлом Усовым. Вчера мы как раз с коллегой Виталием Бабиным в этом разговоре поучаствовали. Полную версию этого интервью вы найдете на YouTube-канале телеканала «Белсат». Ну і, до речі, Павел Усов згадав талібаў як магчымых партнёраў па супрацоўніцтве для Владимира Путина и Александра Лукашенко. И вось апошняя навіна. Талібы в Афганистане распустили парламент, Раду нацыянальнай бяспекі, Раду па прымірэнні і камісію па правах чалавека. Вось пра гэта паведамляе афганскае інфармагентства Хама Пресс. Таксама не тлумачыцца, навошта гэта было зроблена. Незалежная камісія па правам чалавека згодна з рэзалюцыяй урада Талібана вось павінна быць перайменавана, і у тым ліку Талібан захоўвае структуры самога парламента, аднак вось у рамках рэструктурызацыі ўсіх парламенцкіх структур з іх вычышчаюцца структуры, якія займаюцца абаронай правоў чалавека. Такім чынам, абяцанні афганскіх талібаў пра тое, што правы чалавека будуць у краіне захоўвацца, вось гэтых абяцанняў Талібан не выконвае. Ну и, возможно, поэтому Талибан так часто отправляется в Москву для переговоров с российскими коллегами. Ну а мы сейчас перенесемся снова в Украину. В Одессе в результате российского обстрела был поврежден несколько дней назад памятник архитектуры Воронцовский дворец. Как сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, силы ПВО сбили российскую ракету над морем, однако ударная волна все равно причинила вред памятнику архитектуры. Стекла выбиты, повреждена крыша и лепнина. Мэр города в очередной раз обратился к мировому сообществу с просьбой ускорить процедуру включения исторического центра Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО. За сохранение культуры в Одессе сражаются и театры. О культуре во время войны далее в нашем сюжете. После 80 дней полномасштабной войны Одесса, третий по величине город Украины с миллионным населением, остался относительно нетронутым. Но за последнюю неделю все больше российских ракет были направлены на Одессу, жемчужину Южной Украины. Звуки сирены теперь разносятся над городом практически ежедневно. Когда летят ракеты и говорят пушки, кажется, не время для театральных премьер. Но труппы местных театров продолжают репетиции.
В Одесской опере идет работа над спектаклем «Катерина» по поэме Тараса Шевченко. Не останавливать работу решили и в Одесском академическом музыкально-драматическом театре имени Василька. Я вижу, что делают россияне, когда захватывают город. Они сжигают наши книги, уничтожают наши памятники. Они хотят, чтобы наша культура исчезла. Подготовка спектакля – это способ показать, что украинская культура все еще жива. Это репетиция спектакля под названием «Саша, вынеси мусор». Как отмечают его создатели, это представление, которое родилось благодаря всем и вопреки всему. Что он нормально на самом деле. Сон приснился. Репетиции, как и жизнь актеров, теперь проходят не на сцене, а под ней. И все в целях безопасности. Запас воды. Тут у нас запас воды, мы принесли электроплитку, а тут у нас небольшой запас противогазов. Я, к примеру, вообще тут живу. Моя квартира далеко отсюда, и мне удобнее быть тут. Первый показ спектакля также прошел в укрытии. «Саша, вынеси мусор» — это история военного, который не проявил себя во время жизни, поэтому пошел воевать после смерти. Создатели спектакля подчеркивают, что это их маленький культурный фронт. Дуже складно. Это очень тяжело, поэтому я прячусь за своей ролью. Как будто со мной этого никогда не случалось. Я живу войной через своего персонажа. В театре надеются, что уже в скором времени смогут показать свою пьесу зрителю. Тем временем генсек ООН Антонио Гутерриш предложил ослабить санкции в отношении России и Беларуси в обмен на открытие экспорта украинских продуктов питания на мировые рынки, чтобы предотвратить глобальный дефицит продовольствия. Об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на дипломатов, которые знакомы с ситуацией. Там отмечается, что генсек ООН якобы ведет переговоры с Россией, Турцией и другими странами, чтобы открыть экспорт украинских продуктов, а в обмен предлагает Москве, в том числе облегчение экспорта калийных удобрений с территории России и Беларуси. Ну, няма удакладненняў наконт таго, ці будуць гэта угнаенні ўралкалія, ці Беларусь калія. Пасля таго, як на пачатку гэтага года Літва адмовілася транспартаваць калійныя ўгнаенні з Беларусі. Адзіная надзея і пасля зноў-такі агрэсіі Расіі супраць Украіны, якая ажыццяўлялася у тым ліку з беларускай тэрыторыі, адзіная надзея для экспарту беларускіх угнаенняў з'яўляюцца расійская чыгунка і расійскія парты. І вось пытанне, ці прапусцяць праз гэтую чыгунку, ці прапусцяць на захад толькі угнаенні з Расіі, альбо да гэтага будуць дададзеныя угнаенні з Беларусі. Будем наблюдать за ситуацией, посмотрим, как она будет развиваться. Действительно интересный вопрос. Ну а пока мы снова вернемся в Одессу и теперь на одесский рынок «Привоз», который является еще одной достопримечательностью этого южного украинского города. Рынок продолжает работать, и в военное время изменился лишь график его работы. Нет ночной торговли, а дневная торговля теперь ограничена комендантским часом. Цены выросли, но одесситы все равно продолжают приходить на «Привоз», чтобы почувствовать, что город живет и не собирается сдаваться. Душа и сердце Одессы – это, конечно же, тот самый легендарный рынок «Привоз». Именно здесь можно узнать последние новости, обменяться мнениями, впечатлениями, купить свежайшие овощи и фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию. Но сейчас идет война. Как изменился «Привоз» и как изменилась Одесса в военное время, узнаем прямо сейчас. Идемте. Когда звучит сигнал воздушной тревоги, вы остаетесь на местах? Да, все здесь, к сожалению. Стоим здесь. Даже 2 раза летели ракеты над нами, честно. И мы здесь были. Люди все в панике, но мы все равно были на месте. Конечно, очень страшно даже. Ну, работать надо, что делать? Мне кажется, что такого привоза, как у нас, нету нигде. И пообщаться с людьми можно на разные темы, поговорить.
Это наша достопримечательность, привоз. Здесь очень много разного, люди разные, товара очень много разного. Здесь можно выбрать, здесь можно попробовать. Не так, как в магазинах, в супермаркетах, напечатано в пакетиках, ты не попробуешь. Здесь можно семечку попробовать, здесь можно арахис попробовать. Тоже творог у корпуса, колбаску можно попробовать. Поэтому привоз славится наш. Сказать, что хорошо идет, нет. Товар очень дорогой. Даже пенсионеры, которые раньше хотя бы пришли, дешевый товар взяли, их вообще нету. Я не знаю дальше, что будет, если так продолжается. Товара нету, товар все дорогой. Не знаю, мне жалко людей. В наше время очень сейчас трудное время. Ну, пока ничего, так, себе. Сказать, что буду жаловаться, не жалуюсь. Дай Бог, чтобы и так осталось. Ракеты летают. Ну, мы уже привыкли. Тем более я привык это. Я армянка, я это видела. Я привык это. Даже когда идет это гудки, мы даже не обращаем внимания. Будет все хорошо. Украина будет победить. Я за Украину. Это мой Одесса. Я люблю его как родной Армения. Вот так люблю. Я без Одессы не представляю жизнь. Все убегали, а я никуда не буду убегать. Это мой родной город. Думаю, что для гостей нашего города очень красиво и приятно зайти, так чистенько, красивенько. Туалет на каждом шагу, извините за интимные подробности. Раньше этого не было. Вот. А так с удовольствием хожу, этот говор услышать, это фрукты, а мясной корпус. Вы были в нашем мясном корпусе, надо ходить только с хлебом, вот, чтобы попробовать. Одесса это такой город, и если они вот сволочи разрушат, то вот не имеют права, не только Одессу, ни один город, ни одного ребенка, ни одного, вообще даже камешек не имеет права на нашей Украине разрушить. Ну а с нами на связи уже находится Денис Дудинский, наш корреспондент в Одессе. Денис, привет, расскажи, что вы с Олесем Борозенко купили или попробовали на привозе? Кажется, совершенно невозможно удержаться. Доброе утро. Да, на привозе мы, как говорится, закупились, затарились. Более того, я не все названия продуктов могу назвать. Если я прекрасно понимаю, что это помидор, огурец или перец, то вот в таком вот, в каком-нибудь соусе или соке, я уже и не помню, как это называется. Единственный продукт, который вот мне приходит на ум, название которое мы все знаем, это чурчхела. Прекрасная свежайшая чурчхела с фундуком, с грецким орехом, с соком граната. Это действительно вкусно, это действительно покупка, торг непосредственно на привозе приобретает какой-то такой специфический характер, чувствуешь жизнь и непосредственно вот те самые вибрации живого непосредственного одесского общения. А чувствуется ли жизнь в Одессе, в других местах, не на привозе и в Одесской области? Как вообще сейчас живет этот регион и сохраняется ли угроза обстрелов со стороны Черного моря и из других мест? Ведет ли эти обстрелы Россия? Несмотря на то, что эта ночь в Одессе и в Одесской области прошла относительно спокойно, все-таки не забываем, что Одесса и также область находятся практически на передовой. И даже если в Одессе и в области тишина, это не значит, что враг отступил и оставил свои попытки захватить этот район, эту территорию. За прошедшие сутки были прилеты, основные прилеты это в районе Днестровского лимана, на Бессарабском направлении. Надо отметить, что через эти районы проходит важная стратегическая дорога, которая ведет от западных границ Украины по берегу Черного моря на восток. И, конечно же, российские войска не оставляют надежд, попыток полностью разрушить и мост через Днестровский лиман, ну и также полностью отрезать Одессу, Одесскую область от западных рубежей, от западных поставок, разрушив ту самую дорогу.
Также много вопросов возникает непосредственно по поводу острова Змеиный. Как свидетельствует украинская разведка, там наблюдается сейчас оживление российских войск как в районе самого острова, так и непосредственно на самом острове. Как говорят официальные представители Генштаба Вооруженных сил Украины, через несколько дней будет предпринята попытка выбить российские войска непосредственно из этого района, поскольку остров Змеиный имеет действительно очень важное тактическое и стратегическое значение. Тот, кто сможет укрепиться на этом острове, кто сможет расположить средства противовоздушной обороны, а также наступательное оружие, а также ракетные комплексы, сможет контролировать всю северо-западную часть Черного моря. Поэтому мы прекрасно понимаем, почему и российские войска не оставляют попыток закрепиться на этом острове, и почему также для украинских вооруженных сил это очень важная стратегическая точка. Это основные новости, которые происходили в Одессе и области, в акватории Черного моря. Но и также не будем забывать, что на восток от Одессы находится Николаев, который по-прежнему обстреливается, по-прежнему является лакомым кусочком для российских оккупационных войск. И мы сегодня отправляемся туда, и что мы увидим в Николаеве, что там происходит, мы, конечно же, обязательно расскажем вам. Вось, Денис, я хотел бы задать пытанне, якое датычыць жыцця людзей, эканомікі падчас вайны. Вядома, што ў Адэсе замінаваныя пляжы, турыстычнага сезона не будзе. Што думаюць на гэты конт людзі, як будуць зарабляць сабе на жыццё, ці ёсць нейкія задумкі, напрыклад, ці задумаюцца яны пра працоўную міграцыю на захад? Тут двоякая ситуация. Одесситы, с одной стороны, даже несколько где-то рады, что туристического сезона не будет. Они облегченно вздыхают, мол, не будет таких больших толп туристов, и мы сможем нормально, спокойно насладиться прекрасной летней Одессой. Да, но с другой стороны, все понимают, что туристы — это, конечно же, поступление в бюджет, это заработок, это средства для существования. Но одесситы не унывают, хотя понимают, что экономическая ситуация крайне тяжелая. Я думаю, что одесситы — это как раз-таки те самые люди, которые смогут найти выход из любой неблагоприятной, казалось бы, ситуации, из любого кризиса, даже пусть такого вот экономического, военного, серьезного, достаточно жесткого. Город, как вы видите, практически пустой. Много людей покинуло Одессу, уехали на запад, уехали во Львов, более безопасные регионы и дальше на запад в страны ЕС. Много ресторанов, кафе закрыто, много магазинов закрыто, но, тем не менее, жизнь какая-никакая экономическая в Одессе продолжается, и люди надеются на, как минимум, на помощь государства, ну а как максимум, разумеется, исключительно на себя. Денис, сохраняется ли напряженность на границе с непризнанным Приднестровьем? Обсуждается ли это сейчас каким-то образом еще в Одессе? Конечно же, обсуждается, поскольку это один из тех очагов, откуда следует ждать нападения, но, как говорят и сами одесситы, сами украинцы и официальные представители вооруженных сил Украины, это не то направление, откуда следует ждать действительно серьезного нападения. Все-таки все прекрасно понимают, что у Приднестровья нет сухопутных границ с Россией, и поставить туда вооружение и войска отправить у России нету возможности. Единственный вариант — это, конечно же, отправить десант по воздуху, но лететь через территорию Украины даже самые отчаянные головы в российском Генштабе вряд ли отважатся, но других вариантов у них нет. Поэтому Приднестровье до сих пор остается в повестке дня, но не рассматривается так серьезно, как обстрелы со стороны акватории Черного моря, где по-прежнему остаются на боевых позициях 4 ракетных корабля и 7 десантных кораблей. Десантные корабли — это явный признак того, что Россия не оставила попыток высадить именно сухопутный десант непосредственно на побережье Черного моря в районе Одессы. І таксама хацеў бы задаць тае пытанне вайсковага плану. Ці цяпер пасля патаплення крэйсера «Москва», ці ёсць у цябе інфармацыя, звесткі, наколькі ўмацавалася украінская берагавая абарона і ці расійскія караблі адважваюцца набліжацца да Адэсы?
Российские военные корабли, большая часть российских военных кораблей несколько дней назад отошла со своих боевых позиций. Они отправились в Севастопольский порт для того, чтобы либо пополнить запасы, либо залезать раны. В любом случае, вот те 4 корабля ракетных, они остаются, но они отошли чуть дальше от ранее занимаемых позиций, потому что прекрасно понимают, что вооружение, наступательное, оборонительное вооружение, которое поступает из США, из Европейского Союза, это серьезное вооружение, серьезные ракеты и серьезные комплексы, поэтому стоит держаться от побережья подальше. Но, тем не менее, те обстрелы, которые происходят в Одесской области, они ведутся уже не с палуб кораблей, не корабельными ракетами, а непосредственно с помощью стратегической авиации, что говорит о том, что, да, береговая линия Одесской области укреплена, российские войска это прекрасно понимают, разведка им докладывает, и они стараются держаться подальше в акватории Черного моря, подальше от берегов Одесской области. Дякую вялікі, Дзяніс. З намі на сувязі быў Дзяніс Дудзінскі з Адэсы, распавёў, як цяпер жыве горад вось і ў эканамічным плане, і ў вайсковым. Зразумела, што ў Адэсе цяпер цяжка, не будзе пляжнага сезону, не будзе турыстычнага сезону, але людзі нейкім чынам дастасоўваюцца, не ўнываюць і ўмацоўваюць абарону. Но действительно помогает еще и искусство, и, наверное, победа Украины на Евровидении в том числе поддерживает боевой дух украинцев. Ну и вот песня пераможца Евробачня 2022 украинского гурта «Калуш оркестра» «Стефания», присвеченная усім жанчынам-абаронцам Украины у войне за Россией, стала сапраўдным сюрпризом для маці фронтмена гурта Олега Псюка. Вось маці завуць Стефаніяй, песня гэта пра яе. Як прызнаецца жанчына, яна не чакала, што сын напіша кампазіцыю для еўрапейскага конкурсу у яе гонар. Тому що я читала під якимось там його... Я читала комментарии под каким-то его клипом, и там было написано, где можно найти Стефанию. Но я не связывала это с собой и с тем, что песня написана для меня, потому что подумала, что кто-то имел в виду его девушку Сашу, Александру, и просто перепутал имя. І просто перепутали ім'я. И Саша Кавин написал песню для вас. Саша сказала, он написал песню для вас и прислала мне отрывок. А потом, когда он выложил, я услышала полную версию, но не знала. Он хотел ее исполнить со сцены Евровидения. Но так как он должен был выложить свою песню в интернете, я услышала ее раньше. Он хотел сделать сюрприз, чтобы я впервые услышала эту песню на Евровидении. Thank you so much. Thank you for supporting Ukraine. This victory is for every Ukrainian. Слава Украине! Вильнюс вместе с певицей Моникой Лю, джазовой и рэп-певицей Дайвой Старинскайте и музыкантами Национального театра оперы и балета представили собственную версию песни «Стефания». Рэп-часть песни была воссоздана, чтобы выразить солидарность с жителями Украины. Создатели кавера заявили, что для них музыка – это универсальный язык, который объединяет. Таким образом, литовские музыканты выразили свою солидарность не только с артистами из «Калуш оркестра», но и со всеми украинцами, которые борются за свободу своей страны. All points from Vilnius go to Ukraine. We are with you till the end. Слава Україні! Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Never knew it, never
never saw it coming from the distance. Evil claws wanna get him, but they keep resisting. Showing all the world the true freedom spirit. What it means to be a hero, fight without a limit. We don't wanna hear another bomb in the distance. We don't wanna see another innocent victim. Stephanie, all the mothers they can hear. Let us victory, bring victory for Ukraine. Above yellow sunflower fields, bring it back, don't let the history repeat. Brothers and sisters, they are fighting in the streets for the light of tomorrow, for all of us, for our peace. Hearts of endless, burn yellow, blue. Long as we agree, we will stand by you. They wanna lie, but they can't hide the truth. In the darkest hour, the light will shine through. В Украине, кстати, поезд, который следует по маршруту Киев-Ивано-Франковск, назвали «Стефания Экспресс». Это вообще первый в мире случай, когда поезд назвали в честь чьей-то мамы. И по словам главы Украинской железной дороги Александра Камышина, поезд, когда будет останавливаться на вокзалах в Киеве, в Калуше, откуда родом лидер украинской группы, победивший на Евровидении, и в Ивано-Франковске, там будет звучать песня «Стефания», которую украинская группа «Калуш Оркестра» исполнила как раз на Евровидении. Ну, ось пакуль мы слухали цудоўнае выкананне Стэфаніі ў арыгінале і таксама літоўскімі артыстамі, з'явілася інфармацыя пра тое, што ракетныя ўдары расійскія войскі нанеслі па горадзе Ахтырка Сумской вобласці на поўначы Украіны і што ёсць параненыя. Таксама з'явіліся дэталі, патлумачылі ўлады Львоўшчыны, што па інфраструктурных і вайсковых аб'ектаў расійскія войскі таксама ударылі гэтай начы, а таксама ёсць сведчанні артылерыйскіх абстрэлаў Луганшчыны і Чарнігаўскай вобласці, и там есть загинулые и пораненные. Продолжается война, которую Россия ведет в Украине. Сегодня 83-й день этой войны. Мы будем заканчивать наш эфир. Большое спасибо, что были с нами. Эти 2 часа для вас в студии Белсата работали мы, по-белорусски мой коллега Александр Попко. И на российской мове Маша Макарова. Ну а в нашем эфире, еще один сюжет. Украинские звезды помогают покупать оружие для вооруженных сил. На этот раз им удалось приобрести специальное антидроновое ружье для перехвата дронов противника. Подробнее расскажут наши коллеги из Киева. Ну а мы на этом с вами прощаемся. Мирного и спокойного нам всем дня. Прежде всего Украине. Оставайтесь с Белсатом. Работу в студии вечером продолжат наши коллеги. Направление специального ружья в сторону дрона противника, и он уже теряет контроль. Нажали кнопку, индикатор загорелся. Индикатор загорелся, все видели цель и отработали.
Держим, пока он не сядет. Когда его по ветру сносит, мы его по ветру ведем. Боец вооруженных сил Украины с позывным «Грек» демонстрирует, как работает 5-килограммовое оружие, способное перехватывать управление беспилотником. Когда на дрон направляешь ружье, он полностью теряет связь с пультом. Тухнет экран и начинает садиться. Его действие в радиусе 6 километров может видеть одновременно несколько целей с обзором на 360 градусов. Разведчик или корректировщик сразу теряет онлайн-картинку. Он уже ничего не видит, уже не может выполнить задание. Для военных приобрели 2 таких агрегата. Цена одного 15 тысяч евро. Организовать сбор средств помогли благотворительные фонды Second Front Ukraine и «Це моє місто». Как раз это был запрос от военных, которых я очень давно знаю, что если у вас уже закрутился процесс, если есть поступление и возможность, есть такая классная вещь, как антидроновая пушка, и она сейчас на вес золота. К волонтерам также присоединилась Наталья Жищенко, лидер украинской электрофолк-группы «Онука». Поэтому, когда к ней поступило предложение выступить в Торонто, она согласилась с условием, что деньги за концерт пойдут на ружье. Именно на оружие собирать не очень любят организаторы, поскольку это достаточно тонкая грань. Лучше собирать на культурные или гуманитарные какие-то нужды. Но здесь получилось договориться. Не смогла остаться в стороне и украинская актриса Наталья Денисенко, муж которой защищает Украину от российских солдат. Девушка призвала к пожертвованиям в своих социальных сетях. Объясняла, что это очень важно. И вы знаете, люди переводят там 10 гривен и некоторые 1000 гривен. У меня есть подписчица из Америки, которая сбрасывала и по $500. Это огромный просто вклад для нас. Руководство литовской компании, которая производит данное оружие, подарило украинским военным к нему детектор стоимостью 17 тысяч евро. Он определяет, где именно находится беспилотник, чтобы случайно не сбить свой. Часто бывает, что там за 2-3 километра от наших позиций поднимается корректировщик, корректирует артиллерию. Ты не можешь определить, где он, но ты понимаешь, что прицельный огонь ведется. Ты включил, повернулся, он дрон, 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 говорит. По подсчетам Грека, за 2 года использования такого ружья только их батальонам удалось посадить более 100 дронов противника, треть из которых теперь работает на благо Украины. Таких вещей надо побольше для того, чтобы победить и добыть в борьбе мир и победу. Так что дай бог, чтобы их побольше покупали, передавали на фронт, и уже от беспилотников мы будем защищены. Украинские военные надеются, что литовское ружье поможет им предотвратить необратимые последствия военных действий российских солдат. Юлия Макаренко, Александр Стратейчук, Белсат, Киев. – 18 траўня у Варшаве адбудзецца вялікі канцэрт, прысвечаны 50-годдзю з дня нараджэння легенды